Кыргызский поселок Жиргалан уже 7 лет привлекает туристов живописным горным ландшафтом. Здесь есть 16 гостевых домиков. В прошлом году в них отдохнули почти 8 тысяч путешественников. Местные жители хотят надолго сохранить привлекательность поселка, и главное условие для этого – чистота. В Жиргалане только что открыли центр сбора и сортировки отходов. Я всегда собирала отходы, которые можно сдать: стекло, пластик и полиэтилен. Я их собирала, а затем отвозила на машине в Каракол и сдавала в пункт сбора. Остальной мусор сжигала. То, что нельзя сжечь, выбрасывала на маленькую свалку. Теперь все будет иначе. Рядом с домами по всему поселку установили контейнеры для раздельного сбора мусора. Когда он накопится, его будут прессовать, а потом отвозить в соседнее село Аксу на завод по переработке вторсырья. Он работает более 2 лет. Весь процесс начинается с сортировки. Отделяется по цвету, по качеству, по грязности, состоянию его, потому что он приходит то в масле, то в земле, то это все разделяется, и каждый вид уже перерабатывается отдельно. На заводе перерабатывают только пластик. Металл и стекло отправляют на другие предприятия. Из пластика делают мешки для овощей, ящики, шланги и другие товары. За день перерабатывают до тонны отходов. Раздельный сбор и переработка мусора – это часть национальной программы «Устойчивый туризм» и управление пластиковыми и пищевыми отходами. Ее цель – сделать страну привлекательной для туристов. Еще один важный проект – очистка озера Иссык-Куль. В нем участвуют дайверы-волонтеры. Они поднимают со дна рядом с пляжами кепки, шорты, банки и бутылки. Это преобладает пластиковый вариант, то есть это пластиковые пакеты и пластиковые бутылки. Плюс проблема в том еще, что наше население, наверное, играется, что ли, берет, засыпает эти бутылки песком и бросает вот эти бутылки. Вообще невозможное дело поднимать, потому что неподъемное это становится дело. За 9 лет дайверы-добровольцы достали из озера 20 тонн отходов. Проект финансирует программа ООН по окружающей среде.